Как часто вы убираете в своей комнате? Или за порядком в большей мере следит ваша мама? А кто-то следит за чистотой в городе, ведь по сути он тоже наш дом. Объединение клубов для детей и подростков «Апельсин» победило в конкурсе уникальных проектов. Там придумали крутое решение вопроса, как занять молодежь, чтобы это было и полезно, и важно, и нужно, причем всем. В сквере 50-летия Победы собрались ребята для того, чтобы выполнить нестандартную миссию – помыть памятники. Расскажи об этой акции. Эта акция заключается в том, чтобы сохранить достоинство и славу наших предков, то есть путем мытья вот таких вот памятников. Как ты относишься к этой акции? Я отношусь положительно, потому что я считаю, что это как бы благоустройство города, и мы сохраняем внешний вид города. Как принять участие в этой акции? В таких акциях в основном принимают участие подростки из различных подростковых объединений. Мы, к примеру, от объединения «Апельсин» Советского района. Честно, мы все ходим, то есть по желанию нам предлагают, и мы сами выбираем, идти нам или нет. Поэтому это больше, наверное, заключается как волонтерская работа. В проекте «Помним, гордимся» принимают участие лучшие воспитанники всех подростковых клубов в Советском районе. Там их 8. За свой труд ребята получат реальные деньги. Для многих из них это будет первая зарплата. Расскажи про такую патриотическую акцию. Патриотическая акция проводится молодежным подростковым клубом «Апельсин». Называется «Помним, гордимся». В рамках этого проекта мы разъезжаем по всему Советскому району и убираем памятники. Памятники, напоминающие о великих победах в годы Великой Отечественной войны. Какая для тебя польза от этой акции? Ну, прежде всего, я получаю за исполнение этой акции определенную сумму денег. Да, это является некой занятостью. Ну, помимо таких меркантильных целей, материальных, я также преследую цели очистить памятники и, так сказать, добавить в свою жизнь немного культуры тех лет. Скажи, сколько нужно работать и какая будет зарплата? Ну, я лично вообще работаю 2 периода по 2 недели. Заработная плата очень небольшая. Эмиль так и не назвал точную сумму, ведь многие из этих ребят здесь не ради денег. Это дань истории и пользы городу, своему району. Кстати, бонусом по окончанию уборки стала экскурсия. Сквер 50-летия Победы богат памятниками разных исторических эпох. Гуляя здесь, можно изучить историю прошлого века. Такие акции проходят нечасто, но объективно они нужны. Вы тоже можете принять участие в такой необычной уборке. Ведь, как известно, чистота – залог здоровья. А это сейчас важно как никогда. Самира Губидуллина, Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей».